Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. В Якутске проходит турнир по стрельбе из лука «Надежда Якутии». В этом году он собрал 211 участников в спорткомплексе «Даксун». Приехали спортсмены из 10 районов республики, а также участвуют воспитанники спортивных школ столицы. Участники – это ребята 2002 по 2008 годов рождения. Спортсмены стреляют поодиночке и командой в 3 возрастных категориях. Соревнуются с классическим и блочным луком с дистанции 18 и 12 метров. Сегодня с утра проходят финалы и определятся победители. Соревнования являются отборочными. Лучшие лучники выступят на всероссийском турнире «Надежды России», который пройдет с 20 по 25 ноября в городе Великие Луки. У девушек в команде будет Павлова Алина, воспитанница училища Олимпийского резерва, Курчатова Рената, ДЮСШ-4 и Олесова Саскалана, ДЮСШ-4. У мальчиков получается Ким Радимир, он воспитанник СК «Даксун», здесь тренируется. Потом вторым идет Алексеев Берген с города Покровска. И третий из Черепчинского Луса – это Верховцев Алгыс. Вот. Ну, в таком порядке будут выступать в городе Великие Луки. Сегодня завершился второй день 4-го тура этапа Лиги чемпионов. Результаты матчей на сегодняшний день. Бавария вышла в плей-офф, обыграв Олимпиакос 2-0. Сербская команда Црвена Звезда уступила Тоттенхэму 0-4. А российский Локомотив проиграл в упорной борьбе дома Ювентусу со счетом 1-2. Хорватский Динамо Загреб и Шахтер Донецк сыграли в ничью со счетом 3-3. Французский ПСЖ обыграл дома бельгийский Брюгге со счетом 1-0. Итальянская Аталанта сыграла в ничью с английским клубом Манчестер Сити 1-1. Реал Мадрид у себя дома разгромил турецкий Галатасарай со счетом 6-0. Немецкий Байер обыграл в тяжелой схватке испанский Атлетико 2-1. Молодежная сборная России по хоккею в овертайме уступила команде главной юниорской лиги Квебека со счетом 3-4 во втором матче суперсерии. 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной ОХЛ. 14 и 15 ноября против сборной ВХЛ. Команды канадских лиг одерживали победу 12 раз. На счету российской сборной 4 победы в данном турнире. Соревнования являются подготовительными к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии. Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 3-1 в матче второго тура межконтинентального кубка и вышла в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Дубае. Сборная России в группе «Б» противостоят команды Ирана, Мексики и Египта. В первом туре россияне оказались сильнее египтян со счетом 5-3. Российская команда после 2 туров набрала 6 очков и досрочно обеспечила выход в полуфинал. Мексиканцы идут на 4-й строчке, не набрав ни одного очка. В заключительном туре россияне сыграют с командой Ирана. Встреча пройдет сегодня. Соревнования завершатся 9 ноября. Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл в ничью с Пенталой Харикришной из Индии во второй партии первого раунда 3-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации в немецком Гамбурге и вышел в следующий раунд соревнований. В первой партии россиянин одержал победу. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя 2 раунда – полуфиналы и финал. По итогам 4 этапов Гран-при 2 лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Этап Гран-при в Гамбурге завершится 17 ноября. Министерство спорта России намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности. Об этом журналистам во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал министр спорта Павел Колобков. Цитата: «Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять», подчеркнул министр спорта. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.